Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить снова об орхидеях. Орхидеи – это тропические растения, но в последнее время они получили невероятную популярность по всей нашей стране. Ну и, собственно говоря, у нас в Якутии также. Всего цветоводы у себя дома выращивают порядка 10 различных видов. Среди них наиболее распространены. А вот какие, нам сегодня обо всем этом расскажет научный сотрудник ботанического сада Татьяна Скрябина. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, какие вот из 10 видов наиболее самые-самые любимые среди наших цветоводов, Самые любителей? распространенные у нас это фаленопсис, да? Такие Очень вот, красивые, да. невероятно. У них есть разные сорта, множество сортов, пурпурные, белые, всякие пятнистые, да, то есть очень много сортов. Есть еще вид дендробиум, анцидиум и мельтония. Вот эти самые распространенные виды орхидей, получается, то, что можно дома выращивать, да? А помимо этого еще они растут у нас в природе, вы говорили. Да, еще у нас в природе в диком виде, именно в Якутии, да, у нас растут порядка 22 видов. Ого! Да, Так это в много? основном это башмачок, ну, у него цветок в виде башмачка получается. Вот. Но в садах у нас их не выращивают. Ну, скорее всего, сложности, наверное, с выращиванием. Они растут в более южных регионах Якутии. Вот. А в Якутске у нас получается более холодный, да, ну, климат, может, холодный и не подходит им. Ну, пока не тропики, Да. слава тебе, Господи. Ну вот, сегодня мы с вами поговорим именно о пересадке. Почему, допустим, вот в растении, да, Да. получается вот такая вот беда, что корень начинает загнивать, да? Да. Многие цветоводы сталкиваются вот с этой проблемой. Вот здесь вот цветочек, он только-только как бы, вот в какое время нужно его уже, ну, начать, так сказать, пересадить в более большой горшочек? То есть вот Так, этот это у малыш. нас, это у нас малыш, да. У нас, скорее всего, он как дочерний, да, как Ага. от большой орхидеи ее вырастили как дочерний, либо из семян. Вот. Проблема их в том, что корни у них сгнивают. Ну, в комнатных условиях, когда мы выращиваем, это почему происходит? Потому что мы их, например, слишком много воды льем. Получается, некоторые люди, например, воду ставят, да, вот так вот, и забывают. То есть день стоит, два стоит, может сгнить в воде стоять. Ой-ой-ой. То есть надо их вытаскивать из воды, получается. Сколько раз в неделю, ну, примерно, нужно поливать вот эти Это орхидеи? от условий зависит в комнатных условиях. Да? Например, если вот зимой, да, у нас отопление включают, у нас становится слишком жарко. Да? В таких условиях, например, Воздух сухой. да, сухой воздух и начинает быстрее высыхать, получается, естественно. И в первую очередь надо смотреть на корни. Мгм. То есть зачем мы сажаем прозрачный горшок? Чтобы смотреть на корни. То есть корни смотрим, видите, они серебристого цвета, получается, да, вот здесь, То например. есть в уходе за орхидеями очень важно как раз-таки показатель не листья, да, вот по другим, допустим, растениям мы видим, что, допустим, растение, как оно себя ведет, Да. если оно здоровенькое, красивенькое, оно такое зелененькое, радостное, такое веселенькое, да, Да. а если что-то там пожухло немножко, мы понимаем, что что-то не то. Да. Мы либо там с поливом что-то, или же какие-то добавки, да, Да. подкармливаем какими-то витаминами растения. А вот в уходе за орхидеями здесь вот сложность именно не то, что сложность, а особенность, нужно следить за состоянием корня. Да, основное это корни. То есть смотрите, да, вот корни вот здесь, например, они серебристого цвета. То есть не зеленого, а именно серебристого. Это значит, у корня требуется полив. То есть когда влажный корень, да, тут влажное, получается, корни должны быть темно-зеленого цвета. У нас тут нигде не видно. Например, вот я полью, да, вот. Можно полить опусканием в воду до половины горшка, Ой, например, это да? просто чудо, Видите, она посмотрите-ка, они темно-зеленая прямо на стала. глазах То есть получается, становятся зелеными. Ой, это невероятно просто, первый раз такое так, в вижу. таком виде, например, да, если температура там в комнате где-то 22-23, может несколько дней, то есть нормально стоять, раз в неделю можно поливать, получается. А лить водичку традиционно сверху можно? Сверху можно, Ага. но желательно сюда не попадать. Если сюда вода попадет, то она Сам может цветок. сгнить внутри, да. Ой-ой-ой. То есть, Скажите, вообще растение, оно ну, по капризности, оно насколько прихотливое, вот, требует такого внимания, такого вот пристального? ну, вот фаленопсис именно, да, она среднеприхотливая, можно даже сказать неприхотливая, потому Ну, что вы что говорите? главные корни, вот
поливать. Так нельзя Да. полить, Но есть только люди, так. есть люди, которые вообще не поливают, забывают, но у них Ну, цветет. есть такие, Ну, да. цветет каждый год. У некоторых они прям ухаживают сильно, да, у них вообще не цветет. Ну, говорю, что же такое, что я не так делаю? Вот. Мгм. Ну что ж, дорогие друзья, значит, с поливом мы определились, то есть мы следим за нашими корнями. Если корень зелененький, значит, влага есть, все нормально. Если корень у нас стал с таким серебристым, белесым, то стало быть, нужно полить цветок. И поливать нужно, не стараясь не заливать сам цветок, да? Да, Вот это как называется, вот эта вот вся, ну, как бы листья. основа, Это у да? него листья. Да. Мгм. Ствол. То есть А, это точка роста называется. а, Отсюда вот. новые листья идут, Понятно. получается. То есть точку роста заливать и Да. поливать ни в коем случае нельзя. А вот тряпочкой как-то протереть, вот пыль, так сказать, Можно, смахнуть можно, можно, да? да. А есть еще такие пуховочки, это можно Да, тоже можно, использовать? конечно. Мгм. Но лучше, наверное, влажным, да? Да, А любят они, но все-таки это тропическое же да. растение, наверняка они любят дожди, да, проливные. Можно там как бы иногда вот так вот попрыскать Ну, попрыскать можете, только желательно сюда тоже не водичкой. Можно снизу, можно как-то вот. Мгм. Но Ну, стараться точку роста не затрагивать. да. И сейчас мы займемся с вами, Татьяна. Да, пересадкой. Давайте. Посмотрим, например, вот берем, да, вот эта орхидея. Она уже отцветшая, Мгм. получается. И смотрите, это Это какой цветонос у нас. сорт? Мгм. Это фаленопсис. Фаленопсис. Цвет у него А, пурпурный, кажется, был. Вот это. посмотрите, вот я вижу, да, вот Мгм. здесь вот ствол этого растения, ну он какой-то сухой. Может, Да, это после отцветания такое может произойти. Если его она можно засыхает, например, и вот засыхает, ее лучше отрезать, конечно. обрезать. У вас есть Да, штучка, да? секатор есть. Секатор. То есть руками лучше желательно это не делать, а постараться все это Руками вы не сделать. сможете отрезать, да. Только вот Потому что это тропическое все-таки растение, оно такое довольно срезаем, да. такое сильное. То есть Если, сухостой мы весь убираем, да. да? Если оно зеленое, да, живое, Мгм. ствол живой, мы ее оставляем, потому что отсюда может быть новый цветонос еще выйдет. Мгм. То есть, Точка да, роста. точку роста. Даже есть такое, то, что вот срезают ствол, и есть специальная паста, да, цитокининовая называется. Да-да-да. Из нее можно помазать и вызвать рост дочерней, ну, маленькой орхидейки, либо там цветение вызвать, да, получается. То есть, допустим, на одном стволе сколько может расцвести вот таких замечательных цветков, которые, ну, ради чего мы и выращиваем эти Ну, орхидеи. стволов может быть разные, можно 3, обычно 3 максимум, 4 ствола, 5 стволов сделать. То есть на одном стволе получается по одному, ну, скажем так, вот, ну вот здесь На вот. одном стволе может быть сколько угодно. То А, есть это это уже, зависит от длины. Вот да. единственная, мне кажется, сложность, что они очень длинные, Мгм. и как-то их привязать, Ну, как-то их опора там, да, обязательно, опора какая-то обязательно, должна да. быть. Мгм. Ну, обычно у людей, да, в комнатном саду, когда они выращивают, они опору не делают, у них цветонос начинает криво расти вот так вот. То есть к цвету М. тянется иногда, и он вот так То есть вот. как плеть он Да, как-то ложится, да, да, без, а все-таки он должен стоять такой стройненький да. такой, посмотрите, грациозный какой цветок красивый. Ну, действительно, я вот понимаю тех Мгм. людей, которые болеют этими орхидеями. Ну, Есть, да. действительно, есть Мгм. причина, по которой можно влюбиться в этот цветок. Посмотрите, какой он красивый, какой он элегантный. Есть, у нас, я знаю, у нас в Якутске есть очень много коллекционеров, которые Мгм, разные сорта выращивают, фаленопсисы. мгм. Именно фаленопсиса. Да. Полюбился фаленопсис. Но в наших краях, конечно, выращивать на садовом участке. А вот вообще вот на улице можно его сейчас, допустим? Вот мы сейчас помещение, сейчас июль, жара. Летом можно, но на солнце нельзя, на прямое солнце. Он М. сгорает. Все комнатные растения сгорают на прямом солнце. То Вот. есть нужно создать какую-то тень, Тень, да? да, да. А можно, допустим, на балконе завесить там, допустим, тюлем Да, там можно. или, Мгм. допустим, ну, я не знаю, шторы какие-то Да, можно завесить. так, можно. То есть Ага. какую-то тень некую создать, да, Да, чтобы прямые солнечные лучи ни в коем случае не сожгли да. наши растения. Так, и вот у нас, кстати, появляются вот сухие листья, нижние, да, Так. засыхают. Это не Мгм. страшно, это у всех растений естественный процесс, да? То есть как мы Мгм. кожу сбрасываем, да, Да, старую, да, вот да, они да. то же самое. Мгм. Так, пересаживаем, Так, да? очень, да, смело мы берем, пересаживаем. Так, ой, сколько у вас. Слушайте, а земли-то совсем тут кот наплакал. Так, смотрите, вот Мгм. тут у нас был плохой полив, видите, Мгм. корни сгнили, получается. Вот эти пустые корни идут, то есть они сгнившие. Мягонькие, И совсем пожухлые. их желательно убирать.
убираем. убираем. Секатором. Да. Ну, можно руками, наверное, да, что Да. отрывается как бы. И видите, вот посередине у всех покупных орхидей есть вот такой торфяной горшочек. То есть Мгм. они вначале в тепличке, они вот подращивают на То таком. есть они были вот такие крошечные Да. когда-то. Мгм. Потом их пересаживаем вместе с горшком. Поэтому иногда проблемы бывают в этом торфяной, ну, таблетка, да, торфяная. То есть они загнивают Да, внутри из-за вот в этой. него Нужно очистить. сердцевина загнивает, да. Освободить нужно от Да. старой Но это торфяной. желательно, вот покупаете орхидею, да, и желательно, конечно, сразу удалить ее. Ну, как Мгм. бы, Ну, чтобы она не вросла как-то, да, да, и было, процесс этот был более таким легким. Все-таки на да, живую же, да, мы это все да, делаем. И, естественно, растению, конечно, больно, как и всем нам, когда да. мы ранимся там. Вот эти Вот. То удаляем есть нужно все. это понимать, что растение, оно как-то вот угнетено. А его как-то можно там зеленочкой, марганцовочкой, эмбиотой обработать. Можно вот почистить, да, вот так вот, да, и Ага. живые корни на пару часов можно опустить в воду, предварительно в воду добавив, например, регулятор роста, либо Ага. есть же Это, допустим, корнеобразователь. никотиновая кислота, да, есть такая или что? Ну, я вот пользуюсь никотинка, там Ну, написано, что можно, такое. да. То есть я развожу, и это Мгм. ускоритель роста Да, такой. То есть, в принципе, можно использовать какие-то вот такие препараты. да. А где их купить? Они продаются в садовых магазинах, Мгм. любых Ну, либо в можно интернете, посмотреть. да, В где-то интернете посмотреть. заказывают много, да, Мгм. люди. Ну, тут практически, видите, вот, нету прям живых корней. Вот только вот, Ой-ой-ой-ой. вот, Как же он держался, бедняжка. вот у него корни То есть, пошли. смотрите, и еще Мгм. чуть-чуть, буквально, да, Да, неделька, да, и этот цветок бы погиб. А да, представьте, вообще орхидеи, кстати говоря, они вообще такие аристократы растения, да, да, то есть они достаточно дорогие еще к тому же. да, То есть, дорогие. посмотрите, если уж вы взялись за орхидеи, друзья, то есть нужно как-то серьезно понимать, что вы ухаживаете за таким вот, ну, скажем, таким непростым растением. Да. Ну, зато когда цветет, очень красиво прям. Да, И долго и цветут они. радует глаз, Да. и, знаете, как-то вот душа поет у тех, кто любит орхидеи. Ну и не только. Вот оставили живые корни. Так, Можно, вот как я говорила, поставить в раствор, да, там на пару сейчас мы часов. посмотрим. Вот сейчас будет чудо. Они должны позеленеть. Нет, ну вот эти плохие корни, они Но не сразу. потеряют, теряют цвет. Мгм. Вот немножко Нет, ну под временем. зеленеют же, Да, посмотрите. Это невероятно. да, Это чудо. зеленеет так. Можно, вот если орхидея сама вот у вас выросла, да, немножко, Мгм, листья больше стали, да, вот можно горшок поменять, чуть мгм, больше горшок мгм. взять. Но А, мы берем вот этот горшок. Но так, этот горшок уже, смотрите, он какой-то да, такой это уже. Ну, так, такой, вот перевалочный. А земля какая должна быть? земля, то есть землю обычно не сажайте. Если вы землю обычно сажаете, она сгниет корни тоже, да. О, То есть оно же какое растение, вот орхидея? Она же на природе растет на деревьях, да? То есть мгм, в Таиланде, например, там у них влажный воздух, они могут мгм. из воздуха брать влагу корни. Так. А у нас в комнатных условиях, тем более у нас сухо, да, они должны горшки обязательно Ну, это садить. здорово, земли не надо. А что нужно? Так, кора. Есть, Так. продаются специальные смеси для орхидей, называются, да, вот Мгм, в мгм, магазинах. Там есть в составе кора и мох. мгм. Мох, она удерживает влагу. То А есть кора любая или, ну, допустим, я у себя могу на даче там, допустим, вот лиственничную кору там как-то порубить или можете, там можете, сосновую, да. можно, да? Сосновая, О, в основном сосна вот используется. мгм, Так, берете, например, вот когда вот сажаете, да, вот мгм. берете, вот старую кору оставляете, берете новую. Вот купили новую кору, да, Вот она у нас да, кора, вот так выглядит сухая. Мгм. и уже новый О, горшок. дорогие друзья, оказывается, вот оно применение для коры сосновой, например, для орхидей. Тут Дальше. представим, что много корней, да, когда вот вы опускаете, получается, Мгм. и корни должны находиться между, ну, между корой, получается. Понятно. То есть внизу должна быть кора, а Да. там что-то вот вы не насыпали там для дренажа, например. Это не нужно, да? Нет, дренаж не То нужен, есть да. сама кора, она как бы и Да, такую роль играет, как да. и дренаж, и в то же время, ну, своего рода земля, скажем Горшок так. с дырочкой обязательно, чтобы вода стекала лишняя, Мгм. чтобы корни дышали, да. Мгм.
И обязательно нужно выращивать орхидеи именно в прозрачной емкости, да? То Ну, есть, а в стеклянной можно? в стеклянной можно, да. Например, можете прозрачная посуда должна, потому что, чтобы это вы смогли смотреть на корни, когда Да-да-да, нужно да, поливать. да-да. Но при этом, когда посадите прозрачную, можно поставить кашпо, которое Да, и непрозрачное, да. спрятать. Да, То есть раз вот затем поднять и да, выяснить. да. Но поднять-то его будет довольно сложно, наверное. Не нужно вот так прям вот вы сейчас Мгм. как-то Нет, за поднимаете прям. горшок, конечно, вот так Да, держите, лучше за да. горшочек, Так. иначе вы Мгм. сломаете эту красоту. Мгм. И корой засыпаем прям Да, вот до конца да. И пересадку нашего. проводить желательно, когда цветок не цветет, не во Мгм. время цветения. Потому А что вот эти попадаются разные камешки там какие-то, это или что это? это камни. Мгм. Камень нам не нужен. Есть даже специальные смеси, где содержит такой вот, как камень, да, Мгм. как будто воздушный этот, Но он мягкий как какой-то. керамзит идет. А, То есть его да-да-да-да-да. можно использовать тоже. Мгм. Вот посадили, да, и тоже можно полить, Мгм. поставить. То есть на поддон ставите, вода стекает лишняя, и потом поддон сливаете. То Мгм. есть, То есть, друзья мои, мы мгм, поливаем именно вот здесь вот. То есть мы не заливаем вот да, именно сами листья, потому что это чревато тем, что они могут у нас ну, просто загнить. И вот такие вот палочки ставим, да, да, которые поддерживают, палочки, поддерживают наш ствол. А с мгм, одного корня может появиться несколько стволов, ведь, да? И да. не только два, допустим. А максимально сколько в горшке должно быть? 3 ствола у орхидеи или Три, 3? четыре, может быть. 3-4. А Да. если больше, то уже требуется пересадка. Ну вот здесь вот Мгм, рядом стоят, опять-таки, орхидеи, да? мгм. Вот здесь вот я вижу, сколько тут их? Два. Два ствола, здесь Мгм. тоже два, Да, да? И здесь два. да. Ну вот эти палочки, это уже просто как для Можно в один поддержки. большой горшок несколько посадить. Тогда у вас, например, 5-6, может, И обильно тогда густо, будет да. очень Да, красивый такой вот куст да. орхидеи. Мгм, Скажите, а вот здесь вот у вас вот это здоровое красивое растение, мгм. примерно оно сантиметров где-то Да. 70, да? Выше может быть ствол или его нужно подрезать? Выше может быть, но я не видела, но оно может быть выше. Вот это Мгм. растение, они одинаковые вот эти, да? Мгм. Просто ее специально выращивали, что до гигантских размеров. То есть Мгм. подкормка была сильная, да? Свет, там специальные условия создавали, чтобы крупные прям Мгм. цветы, чтобы Крупные были. цветы были, чтобы, Да. да. Какая подкормка должна быть у растения? Подкормка желательно покупать специально для орхидей. Ну, так и называется, да, там, для орхидей. Там, Мгм. покупаете, там состав обычный, вот НПК, микроэлементы могут входить. Удобряете в летнее время, во время роста, ну, раз в неделю можете, Мгм. раз в неделю, да. Зимой раз, там, 2 недели. А зимой, когда она цветет, тоже можете почаще, там, 2 раза в неделю даже можно. Подкормкой Да. заниматься, да? То То есть есть, там на этих пакетиках все расписано, сколько да, чего на, доза, все расписано там. да, Мгм. сколько на какой объем Да. необходимо добавлять этих подкормок. А вот это растение, оно цветет, вы сказали, дважды в год. Почему Да. именно только дважды в год? Ну, обычно Вот в комнатных именно условиях 1 раз даже. даже Зимой. один Да, зимой. в А декабре. зимой в декабре. Да, Ой, посмотрите, это же красота. да, То есть многие растения, кстати, комнатные зимой уходят в спячку. да. То есть они как бы замедляют свой рост, их не рекомендуют поливать и вообще Мгм. как-то там их трогать, что-то там какие-то манипуляции производить. Ну, подкормка, да, Да, слегка какая-то должна быть, но не так часто, как, допустим, весной там или летом, да. да, А орхидея, оказывается, начинает радовать своих хозяев. да. К Новому году как раз. Да, как раз к Новому году. Какой подарок чудесный. Но его А как долго желательно цветет? цветет где-то 3 месяца, может. От условий тоже зависит. Если слишком сухо, А там вот слишком... эти листочки, вот они прям стоят очень долго, вот вы говорите, целый месяц, Мгм. или они опадают, и потом новенькие появляются на их месте? Но он начинает цвести с конца, с конца, да, получается, тут раскрывается, тут еще бутоны стоят. То Мгм. есть вот эти начинают цветать, вот эти цвести. Ну, как бы по порядку получается.
поэтому Мгм. очень долго цветение у него идет. То есть одни, допустим, опадают, и Да. появляются новые. Это как вот, и знаете, вот пора, вот в Японии же есть, да, Мгм. любование там сакурой, да, Мгм. цветением, а у нас может быть в домашних условиях Да. пора любования за цветением орхидеи. Но это чудесный, прекрасный цветок, который, оказывается, в принципе, не так и сложен, да, в уходе. Да. И удивительное дело, что, оказывается, орхидеи не растут в земле. Необходимо этот цветок высаживать в кору дерева. Деревья у нас, кстати, сосна у нас есть, так что, в принципе, мы можем сами себя обеспечить Мгм. вполне, да, у себя там на даче покопаться, заготовить кору. Кору, кстати, как вот мелко как-то порубить, да. А вы, Да. кстати, вот ваш ботанический сад, как, ну, вот эту кору готовит? Вы ее покупаете или сами как-то дробите, сидите там долгими вечерами или Нет, у как? нас коры нету. Вот, Нет. например, вот это покупная. Это покупная Да. кора. Ну, друзья мои, ну Мгм. зачем покупать, когда мы можем у себя на участке или Да. пойти в лес и там какую-то сухую... Должна быть какая-то сухая, да? Да. Ну, я не призываю к тому, чтобы мы там все деревья почикали, да, а как-то вот то, что сдирается, можно вот и использовать для своих орхидей. Да. Это чудесно, это здорово. Максимально, вот, вот этот вот взрослый, да, Мгм. цветок, какова вообще продолжительность жизни вот у этого цветка? Ну, ведь когда-то есть начало и когда-то конец. Ну, в принципе, она растет, да, она вообще вот растет, если от точки роста все новые листья дает, то есть она высоту может достигать, да, вот до сюда, то есть получается все время Ну, листья, листья, сантиметров 50 да, где-то, да? и получается, ну, где-то с 3-4 года обновлять надо все равно. Деточки может давать, да, по Мгм. бокам, тут По деточки, бокам. А да. как их можно, ну, как, в какое время их нужно отщипнуть, чтобы вырастить Это новую надо орхидею? смотреть по маленькой орхидее. Если смотрите, да, у него если появились два его корней, два, да, нормальных, Мгм. можно его отщипнуть и отдельно посадить. Мгм. То есть не нужно там воду куда-то ставить эти корни, а прям сразу в кору, Да, что ли? да, в Да? кору мох можно Ой, это посадить. удивительно. Или в мох, да? Да. И опять-таки в прозрачную Но какой-то первое маленький. время лучше создавать ему тепличные условия, да? Просто вот Мгм. коробку можно взять прозрачно туда поставить, закрыть крышку. Тогда очень Так. важно будет. В таких Мгм. условиях он быстрее Мгм. укоренится и быстрее как бы адаптируется, получается. Ну и в коробке, кстати говоря, вот пластмассовые коробки же белевые продаются, да, ну Мгм. и там Да, для различных хозяйственных нужд. Тогда в этих коробках создается вот конденсат. да, То есть мы немножечко и своего рода, получается, вот создаем такие мини-тропики, да, да. для нашего Да. растения. Но, естественно, эту коробку нужно открывать периодически, да, раз в день или как Проветривать, да, проветривать. обязательно. Но Обязательно. проветривать раз в день или там, как вспомню, Раз в день можно на раз в день. полчасика открыть немножко и закрыть потом. И закрыть. Да. А поливать, как мы сказали, либо раз в неделю, но в Но, зависимости от состояния, опять-таки, наших корней. но в таких условиях, скорее всего, очень редко будете поливать, потому что Мгм. влажность, постоянно влажность Скажите, будет. а вот это вот, вот этот малышок, он за какой период вырос из маленькой, скажем так, ну, почечки, да? Я правильно говорю, почка, да? Почечки, ну, Мгм. где-то пару месяцев, может, где-то полгода, где-то так. То есть, в принципе, они, если условия есть, они очень хорошо, быстро растут. Но я рекомендовала бы желательно, да, зимой, если у вас есть возможность, подсветку делать для них. Это обязательно, потому что цветущие всегда требуют подсветки, особенно зимой, получается. Каким это образом можно организовать? Ну, заказать лампы фитолампы называется, для растений. То есть они у нас продаются в садовых магазинах, можно через интернет заказывать. Мгм. Скажите, пожалуйста, вот об этих немножко можете Мгм. рассказать растениях? Какие они? Они точно так же вот в уходе, да? Как и о чем вот мы сейчас говорили? Вот эти Да, орхидеи, да, 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 то же да. самое. Это Эти фаленопсис, орхидеи, фаленопсис, это да, вот тоже вот цветные тоже да, фаленопсис или это фаленопсис. другая? А какие-то другие виды есть у вас, вот, чтобы Другие показать виды можно там было? можно посмотреть. Давайте Мгм. посмотрим, допустим, вот вы говорили мельдония, да, тоже Мгм. популярна, один из видов, который у нас в Якутии произрастает у Так, это у нас любителей. дендробиум. Мгм. Он цветет, у него весь ствол покрыт цветами, получается, да? У Ой, это него очень белые красиво. цветки, пурпурные цветки.
Но их плюс в том, что они очень хорошо пахнут. В отличие от фаленопсисов, у них запах А у очень фаленопсиса, вкусный, да. кстати, вообще, по-моему, никак не пахнет. Нет, там запаха нет у них. Мгм. А он пахнет, то есть это, ну, приятный, да, Да. аромат? Но у него по уходу он сложнее будет, чем, например, фаленопсис, да? Почему? Потому что цветет он довольно сложно, да, ему подсветку надо подключать. И видите, у него почва другая совсем. То есть он не в коре сидит, для него специальная почва должна быть. То есть Какая земля? да, то есть в магазине тоже продаются такие, то есть как торфяная земля должна быть. Мгм. Сколько раз он цветет? Точно так же зимой и дважды в год, да? Вы Мгм. сказали, что первая орхидея у нас цветет в декабре И весной, летом и может. весной, Ну, да? от условий, как содержание зависит, да? А Как вот этот содержание. цветок? То же самое, например, ну, весной, скорее всего, вот это летом. Потому что если подсветку не подключали зимой, если там как-то не удобряли, то есть это температурный режим должен быть специальный, да, то есть зимой тоже пониже, ну, ниже, чем летом, например. Ну, примерно сколько температура должна быть у Не этого? ниже 17 градусов, то есть они холод не любят орхидеи. Ну, в квартире там у нас обычно Да. 25 где-то, да, температура. То есть Ну, у нас проблема в том, оптимальная что у нас в квартире постоянно одна и та же температура, а зимой у нас еще даже жарче становится. Ну, и где-то, сухо. да. То есть какие-то вот немножко тропические условия необходимо создавать, да, для этого Да, цветка? да. Мгм. Есть вот, это у нас называется мельтония. А, вот она какая Да, красавица. мельтония. У нее А как разные она цветки цветет? бывают. Мгм. Цветки какие-то вот на фаленопсис похожи, но немножко другие. То И есть, тоже разного цвета, ну, да? как на башмачок похож, да, немножко. Мгм. И, видимо, похож на тот, который у нас встречается в природе, да, в Да. якутской. Ну, он сложнее, конечно, уход, но у него проблема в том, что он часто тоже поражается паутинным клещом. М, Паутинный клещ, мучнистый червец. Мучнистый червец — это такие маленькие червики, да, белые. Они прям, проблема в том, что они прям внутри сидят. Так, вот как бороться, кстати говоря, и вообще какая профилактическая работа должна быть по поводу вот различных заболеваний? Профилактическая работа, например, можете как профилактику, да, 3 раза в год обрабатывать. Мгм. Любой, можете любую вот препарат взять от насекомого, да, от паутинного клеща, там, ну, там в магазинах все есть, как все написано. Но когда вы покупаете в магазине, приносите домой, желательно тоже провести обработку, чтобы Мгм. другие растения не заразить. Дорогие друзья, вот сегодня мы поговорили про замечательное растение орхидею, именно в деталях. То есть мы когда-то делали программу с обзором вообще орхидей, да, что они у нас есть в Якутии и в природе встречаются, и очень много любителей, садоводов, которые, ну, обожают этот цветок. Друзья, это очень красивое, нежное растение, но какие-то из них в своем уходе достаточно просты, также и для начинающих садоводов, цветоводов, любителей. Так что, друзья, пробуем.